В процессе конкурса в течение 12 дней летные дни 3, 4, 6, 7, 9, заключительный день полетов, 12-й день подведения итогов проведения конкурса и награждения победителей. Итак, дорогие друзья, в целях демонстрации боевых возможностей военной авиации сегодня на авиамиксе разыгрывается тактический эпизод введения совместных боевых действий оперативной авиационной группировкой в ходе проведения воздушной операции в вооруженном конфликте. В соответствии с замыслом проведения контрнаступательной операции командованием поставлена задача по захвату плацдарма в глубине обороны противника с целью дезорганизации выдвигающихся резервов. Оперативно-тактическая авиация начинает боевые действия с завоевания господства в воздухе. Справа ударная группировка многоцелевых самолетов Су-34 под прикрытием четверки истребителей Су-35С готовится нанести бомбовый удар одновременно с 16 штурмовыми бетонобойными бомбами Бетап-500 ШП по батарее ЗРК на стартовой позиции по цели номер 25. Удары наносятся с высоты 400 метров. Группу самолетов Су-34 возглавляет командир авиационной эскадрильи 47-го смешанного авиационного полка авиабаза Бутурлиновка, военный летчик первого класса Алексей Лобода. Мы видим уничтожение цели номер 25 бетонобойными бомбами. А четверка истребителей Су-35С осуществляет прикрытие ударной группы при полете к объекту удара. Вот сейчас бомбы сдетонировали, зарывшись глубоко в землю, произведен подрыв этих боеприпасов. Истребители Су-35С осуществляют блокирование аэродрома противника, предотвращают атаки его истребительной авиации постановкой заслона в воздухе. Воздушный бой ведется с использованием тактических приемов ведения ближнего боя и применения управляемых ракет класса «Воздух-воздух». Четверка истребителей Су-35 из состава авиационной группы высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России» Липецкого авиацентра, ведущей группы заслуженный военный летчик России, летчик-снайпер, полковник Александр Гостев. Группа отрабатывает элементы боевого маневрирования при ведении ближнего маневренного воздушного боя. Отрабатывается элемент крюк. Атакуется противник на пересекающем курс вверху справа. А теперь внизу справа, и пары выполняет маневр винт. Самым сложным видом боевого применения авиации является высокоманевренный воздушный бой, одним из основных элементов которого является сложный и высший пилотаж. Летчик, овладевший всеми его фигурами, имеет существенное преимущество над тем, кто их не освоил в полной мере. Используя различные тактические приемы, состоящие из различных интерпретаций фигур пилотажа, летчик-истребитель строит модель ближнего маневренного воздушного боя таким образом, чтобы, используя все возможности и преимущества своего самолета, занять выгодное положение для атаки. После этого ему остается только прицелиться и нажать боевую гашетку для применения оружия. Ближний воздушный бой, как правило, завязывается при встрече с противником в переднюю полусферу. Создается так называемая дуэльная ситуация. В этом положении исход воздушного боя зависит от подготовки летчика и возможностей самолета и оружия. Сейчас создается дуэльная ситуация на встречных курсах. Справа атакующая пара ведомых спрятавшего Сорокина, слева обороняющаяся пара ведущего Гостева и ведомого Половко. Задача каждой из пар занять выгодное положение для применения оружия. Атакующая пара истребителей. Наблюдаем ее справа. Выполняет вертикальный маневр. Обороняющаяся пара выполняет маневр в горизонтальной плоскости. Итак, атакующая пара истребителей, выполнившая вертикальный маневр по типу петли Нестерова, с поворотом в верхней ее части получает тактическое выгодное положение для атаки в заднюю полусферу обороняющихся и создает условия для применения оружия. Обороняющаяся пара для срыва атаки выполняет размыкание. Ведомый Половко уходит из-под удара маневром узел
и сам занимает тактически выгодное положение с последующей атакой атакующих истребителей. Аналогичный маневр выполняет и ведомый атакующий пара «Сорокин». Несколько аналогичных атак до тех пор, пока реально не будет применено оружие атакующим истребителям. Обнаружив в задней полусфере самолета атакующей пары, ведущий обороняющийся Гостев дает команду на выполнение пары размыкания с целью последующего выполнения оборонительно-наступательного маневра «Ракушка». В тактике воздушного боя часто применяется маневр «Ракушка», когда при атаке истребителя противника ведущий выполняет косую петлю. Ведомый также выполняет косую петлю, но в противоположную сторону. И противнику приходится выбирать, какой самолет атаковать. И ведущий группы, определив, какой из самолетов пары атакован, сам атакует противника, либо увлекает его на нисходящую траекторию, дает возможность своему ведомому выполнить атаку истребителя противника. Сейчас ведущий Гостев принимает решение на выполнение со своим ведомым одновременно восходящего маневра большим наклоном угла траектории восходящей горки. С максимально большим углом атаки такой маневр требует от летчика высокой подготовки в технике пилотирования. Исходя выхода на критические режимы, атакующие Спрядышев и Сорокин сваливаются вниз, не успевая при этом применить оружие, так как ситуация развивается скоротечно. Входя вниз, они подставляют себя под удар обороняющихся истребителей. Получив тактически выгодное положение для выполнения атаки в заднюю полусферу, пара обороняющихся истребителей выполняет прицеливание и условный пуск ракет малой дальности. Воздушный бой выигран. Дорогие друзья, вот сейчас группа собирается в годный боевой порядок, привычный для исполнения демонстрационных полетов после выполнения ближнего маневра воздушного боя. Авиационные группы высшего пилотажа и воздушного боя Липецкого авиацентра российских воздушно-космических сил «Соколы России». Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Прощальный проход ведущего. Под ваши громкие аплодисменты. Маневр в косой плоскости выполнил Александр Иванович и уходит на аэродром базирования. А справа на полигон выходит тактическая группа модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М, прикрываемая парой новейших тяжелых сверхманевренных истребителей Су-57. Самолеты Су-24М оборудованы специальной вычислительной подсистемой СВП-24, которая позволяет выполнять боевое применение в составе группы со свободного маневра. Сейчас будет нанесен удар 8 авиабомбами АФАП-250-270 по промышленному предприятию нефтеперерабатывающей станции противника, цель номер 61. С предельно малых высот со свободного маневра. Вот мы видим, ведомый правый выполняет косой разворот. Ведущий выполняет полет по прямой, и левый ведомый с полупереворота. Все одновременно наносят бомбовый удар по цели номер 61. Вот такой мощный удар нанесли бомбардировщики Су-24М. Вот ваши громкие аплодисменты, прицельное бомбометание одновременно со свободного маневра, не входя в зону противодействия противовоздушной обороны противника. Группа возглавляет заместитель командира авиационной эскадрильи Липецкого авиацентра военный летчик первого класса майор Василий Плахов. А как я уже говорил, группа прикрывалась парой сверхманевренных тяжелых истребителей Су-57. После нанесения удара они вводятся в бой, обладая характеристиками сверхманевренности и высокой тяговооруженности, используя новые боевые маневры, выполняемые с предельными параметрами полета. Истребители Су-57 достигают превосходства в бою и уничтожают самолеты противника
В данном случае, нанося ракетно-бомбовый удар тактический по наземной цели, выполняется проход пары на высоте 100 метров, боевой разворот с набором высоты 800 метров, полупереворот и ввод пикирования, условная атака наземной цели. Самолеты пилотируют летчики-испытатели, летчик-испытатель первого класса Андрей Шендрик и летчик-испытатель первого класса Игорь Кругликов. Многофункциональный комплекс фронтовой авиации пятого поколения предназначен для решения широкой номенклатуры задач при действии по воздушным и наземным целям. Может применяться круглосуточно, в том числе и в сложных метеоусловиях. Сочетает в себе возможности выполнения сверхзвукового и дозвукового крейсерского полета, высокой маневренности и малой радиолокационной заметности. Оснащен принципиально новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования с высокой степенью интеграции и элементами искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую степень автоматизации решения боевых задач. А мы справа наблюдаем группу бомбардировщиков Су-34, следом за ними пара истребителей Су-30СМ. Они наносят удары по пунктам управления по цели номер 25А и по взлетно-посадочной полосе аэродрома противника со взлетающей с нее парой самолетов с использованием высокоточных корректируемых авиационных боеприпасов КАП-500КР. Боевые возможности новых авиационных комплексов позволяют применять авиационные средства поражения одновременно по нескольким целям в одном заходе. Удары наносятся корректируемыми авиационными бомбами КАП-500КР, а пара истребителей Су-30СМ выполняет боевой разворот. И буквально мы наблюдаем пуск неуправляемых авиационных ракет С-25ОФ с высоты 1500 метров. Вот такое точное, кучное применение ракет класса воздух-поверхность. Ведущий пар подполковник Вячеслав Шапранов, бомбардировщики Су-34 и пара истребителей Су-30СМ, подполковник, военный летчик первого класса Дмитрий Заев. А программу практических вылетов продолжает группа дозаправки самолетов в воздухе. Демонстрирует дозаправка пары самолетов оперативно-тактической авиации Су-34 от танкера Ил-78. Именно таким способом производится доставка топлива самолетам оперативно-тактической и дальней авиации при выполнении ими боевой задачи на значительном удалении от аэродрома базирования. Танкер пилотирует экипаж под командованием командира корабля военного летчика первого класса майора Андрея Парусинова. На подходе пара дальних бомбардировщиков Ту-22М3, оборудованная подсистемой СВП-2422. Группу самолетов возглавляет заместитель командира авиационной эскадрильи авиабазы Шайковка, военный летчик первого класса подполковник Олег Дойников. Мы наблюдаем нанесение одновременного массированного удара пары самолетов дальних бомбардировщиков 24 бомбами АФАП-250-270 по мостовой переправе противника. Цель номер 43. Для обеспечения высадки тактического десанта в тылу противника группа модернизированных самолетов-штурмовиков Су-25СМ-3 наносит удары по бронетехнике и роте средних танков противника на марше. Цель номер 21. Удар нанесся авиационными средствами поражения АФАП-250-270 по 2 штуки с каждого самолета. Теперь звено размыкается на пары, и последующие удары будут наноситься неуправляемыми ракетами и использованием встроенной пушечной установки ГШ-30К. Итак, мы наблюдаем первая пара. Ведущий военный летчик первого класса, победитель международного конкурса «Авиадар-2017», номинация «Штурмовая авиация», военный летчик первого класса капитан Игорь Бородачев. Вот сзади, дорогие друзья, справа мы наблюдаем, пара выполняет боевой разворот, маневр, который летчик использует при нанесении удара по наземной цели с пикирования. Вывод на траекторию пикирования, прицеливания и пуск на РС-25. Атака! И вот такое попадание в роту средних танков, не остается никаких шансов уцелеть танкистам, находящимся сейчас в условных бронированных мишенях, по которым выполнено боевое применение. Мы наблюдаем вторую пару справа, находящаяся, выполняет боевой маневр, боевое применение, полупереворот, выход на траекторию пикирования до
прицеливания по наземной цели. Сейчас ведущие ведомые очень четко ведут переговоры друг с другом. Понаблюдают цель, ведомые. Прицеливаюсь, атакую! Пуск! И вот практически туда же, в ходе средних танков, вторая пара нанесла ракетный удар неуправляемыми ракетами С-25. И снова выполняется заход первой парой Игоря Бородачева. Боевой разворот с полупереворотом. Изменение полета траектории на 180 градусов. С последующим доворотом на 180 градусов и применением пушечной установки, спаренной пушечной установки ГШ-30К. Скорострельные авиационные пушки. Итак, внимание! Огонь! Вот так работает пушка ГШ-30К, дорогие друзья. Вы видите сейчас скорострельная пушка. Аналогичный крайний заход выполняет вторая пара звена штурмовиков Су-25 СМ-3. Вот так выполняют атаку штурмовики. Практически незаметные в небе. Набирая максимальную высоту, потом падают, как ястребы, вниз, как соколы. И атакуют противника всеми видами стрелкового, пушечного, ракетного и бомбового вооружения. Мы приветствуем сейчас аплодисментами звено Игоря Бородачева и провожаем их на аэродром базирования очень громкими продолжительными аплодисментами. А мы справа, дорогие друзья, сейчас встречаем очередную группу боевых вертолетов армейской авиации, которая осуществляет непосредственную авиационную поддержку десанта, нанося удары по живой силе и технике противника на линии боевого соприкосновения. Звено боевых ударных вертолетов Ми-28Н. Пока работает армейская авиация, мы видим, дорогие друзья, с вами, что вверху сейчас над полигоном кружит пара истребителей Су-30СМ. Это та самая группа прикрытия истребителей бомбардировщиков Су-34 под управлением подполковника Дмитрия Заева, который выполняет задачи по расчистке воздушного пространства над плацдармом боевых действий с целью недопущения в него самолета противника. Итак, армейская авиация, боевые вертолеты Ми-28Н зависают сейчас на краю поля боя и нанесут удар по живой силе и технике противника на линии боевого соприкосновения. Вертолет Ми-28Н оснащен авиационным противотанковым ракетным комплексом «Атака-Б». Группа выходит на боевой рубеж, зависает, выполняет прицеливание. И, внимание, сейчас будет произведен пуск противотанковых управляемых ракет ТУР-9 М-120 «Атака». По мотопехотной роте противника в районе сосредоточения все по той же цели номер 21. Вот пускается ТУР, противотанковые управляемые ракеты, и наносится удар по мишени номер 21. Дальность применения оружия 2 километра. Группу возглавляет начальник отделения летно-методического отдела Центра армейской авиации город Торжок, летчик-снайпер подполковник Эдуард Казачек. А слева, дорогие друзья, мы наблюдаем вертолет Ми-8 МТШ, который будет выполнять десантирование группы специального назначения способом на спусковых устройствах. Командир вертолета военный летчик первого класса майор Роман Заболотный. С земли высадку десанта и работу армейской авиации с использованием комплекса радиоуправления и связи «Стрелец» обеспечивает группа передовых авианаводчиков из состава диверсионно-разведывательного подразделения сил специальных операций. Вот они сейчас обозначили себя дымами. Целью стремительного наращивания усилий на наиболее важном участке боя принимается решение десантировать группы специального назначения беспарашютным способом при помощи спусковых устройств. Данный вид десантирования
позволяет высаживать группы разведчиков на труднодоступные площадки малого размера, такие как лесная поляна, льдина, маленькая площадка в горах, участки болотистой местности, крыша здания плотной городской застройки, палуба корабля. Да будем в кустах запрятаться. Мы наблюдаем десантирование разведчиков с вертолетом Ми-8 МТШ. Вертолет завис на высоте 15 метров. И довольно оперативно они выполнили десантирование. На самом деле это позволяет очень быстро произвести высадку такого десанта, потому что вертолету не приходится выполнять посадку на площадку приземления и долго-долго с нее потом уходить. Завис. Летчику приходится выдерживать высоту. Безусловно, десантирование, севший вертолет не поднимался во время десантирования и не опускался ниже. Вот сейчас разведчики высадились и рассредоточились по месту, на которое произведена высадка. Убираются спусковые устройства, и вертолет уходит на площадку базирования. А справа мы наблюдаем другую группу, звено вертолетов Ми-28Н, который сейчас будет осуществлять огневую поддержку высадившегося десанта с использованием применением неуправляемых авиационных ракет С-13. Все по той же колонне танков противника на марше, если там что-либо от нее осталось после предыдущих ударов. Цель номер 21. В воздухе продолжает баражировать пара подполковника Дмитрия Заева. Сверху прикрывается. Вот выполняется пуск ракеты С-13, пара вертолетов Ми-28Н. У передней части колонны, моторизированной колонны, бронеколонны танков и мототехники. Вторая пара звена вертолетов Ми-28Н выходит на боевой рубеж. И в рамках десантирования в небе военно-транспортный вертолет Ми-26 в рамках задачи обеспечения десантирования мобильными средствами вертолет Ми-26 сейчас произведет десантирование бронемобиля «Тигр». Вторая пара выполнила боевое применение по цели номер 21 ракетами С-13 и правым разворотом со снижением, прикрываясь со складки местности на минимальной высоте, уходит на повторное применение, боевое применение. Ми-26 вертолет, самый большой вертолет в мире, предназначен для перевозки войск, боевой техники, а также грузов как внутри грузовой кабины, так и на внешней подвеске. Вертолет может перевозить до 82 человек и 68 десантников с полным снаряжением. Грузоподъемность до 20 тонн полезной нагрузки. Применяется также при борьбе с пожарами во время стихийных бедствий. Пилотирует вертолет экипаж под командованием командира вертолета, инструктора, исследователя, военного летчика первого класса майора Сергея Суслова. В небе, отгоняя практически все, что может оказаться там со стороны противника. В это время боевые вертолеты Ми-28Н повторные заходы выполняют пуском неуправляемых авиационных ракет С-13. Продолжает добивать остатки колонны и мототехники противника все в том же углу нашего плацдарма, цель номер 21. И уже опустошив пусковые установки неуправляемых авиационных ракет, первая пара уходит на прикрытие вертолета Ми-26. Слева в это время вторая пара атакует наземную цель номер 21 и также выполняет заход для прикрытия высадки бронемобиля «Тигр».
Вот мы видим с вами, рампа опущена, створки открыты, выехал оттуда бронемобиль. И в помощь десантникам, спецназовцам, которые сейчас находятся на площадке, чтобы они могли мобильно перемещаться для выполнения различных задач. Бронемобиль «Тигр» специально создан для выполнения таких задач. Мощная автомобильная техника, которая придается в помощь силам специальных операций. Всем нашим воинам, которые ведут непосредственное боестолкновение на поле боя, используя стрелковое вооружение. Но сверху пара истребителей Су-30 надежно прикрывает плацдарм с воздуха, не оставляя никаких шансов противнику оказаться в небе над полем боя. Вертолет Ми-26Т поднял рампу, закрыл створки и уходит на площадку базирования. Мы видим сзади тактическое применение вертолетов Ми-28Н слева-справа. Обеспечение работы сейчас десантников над площадкой, на которой они были высажены. Это условное применение, дорогие друзья. Но мы слышим ваши бурные и громкие аплодисменты летчикам армейской авиации, которые только что продемонстрировали вам мощнейший тактический эпизод. В ходе авиационной поддержки тактического десанта, удерживающая захваченный плацдарм, ударная авиация, оборудованная специализированной вычислительной подсистемой СВП, нанесет удары по вновь выявленным целям с использованием автоматизированного целеуказания экипажами, находящимися в воздухе, действуя в тактической, оперативной и оперативно-стратегической глубине. Она сейчас на подходе справа, а в это время силы специальной операции ударно-разведывательного подразделения ведут наземный бой с совершенно не превосходящими силами противника. Потому что российская авиация, которая только что продемонстрировала нам свое боевое применение, деморализовала любого находящегося на поле боя не только своими красивейшими мощными боевыми машинами, но и авиационными средствами поражения, которые она обрушила на голову условного противника. Итак, мы наблюдаем сейчас справа на подходе оборудованный АЦУ, фронтовой бомбардировщик Су-24М. Сейчас пара боевых ударных вертолетов Ми-28Н выполняет повторные заходы для прикрытия действий десантников, спецназовцев и уходит на площадку базирования. Где Су-24? Далеко? Где он? Итак, первый удар по шоссейному мосту противника, цель номер 45 с высоты 600 метров, нанесет оборудованный СВП с автоматизированной системой целеуказания фронтовой бомбардировщик Су-24М. Самолет пилотирует подполковник Сергей Лобацевич, военный летчик первого класса, военный летчик, начальник отдела Липецкого авиацентра. Время подготовки оператором автоматизированного целеуказания не более 10 секунд. Время прохождения радиосигнала от оператора АЦУ в комплекс бортового оборудования, отображения прицельных устройств летчика и штурмана менее 1 секунды. Вот только что произведено перенацеливание 45-й на 41-ю мишень. Благодаря использованию комплекса АЦУ вот наблюдаем атаку наземной цели бомбами АФАП-250-270. По мостовому переходу выполнен удар, прямое попадание. И следующим удар наносит по этой же цели
многофункциональный авиационный комплекс Су-34. Самолет пилотирует подполковник Максим Криштоп, военный летчик первого класса, командир эскадрильи. Вот тоже довольно точное попадание в одну и ту же цель, дорогие друзья. Это говорит о высокой производительности и надежности авиационного комплекса. И следующим, крайний уже удар с высоты 1200 метров наносит дальний бомбардировщик Ту-22М3. Ваши аплодисменты! Все три совершенно разных типа самолета нанесли удар по мостовому переходу. И он уничтожен. Самолетом управляет заместитель командира авиационной эскадрильи, военный летчик первого класса, подполковник Сергей Ласый. А слева в это время транспортно-боевой вертолет, новейший вертолет Ми-8ВА. Арктический вертолет с совершенно характерной раскраской, прикрываемый парой боевых ударных вертолетов К-52 «Аллигатор». Выполняя задачу по эвакуации отряда сил специальных операций, который сейчас выполнил задачу, демонстрирует вам с режима автоматического весения. В это время пара вертолетов К-52 выполняет боевое применение из пушки 9А-42. Дальние мишени, вот выполняется стрельба из пушки. Как они рикошетируют. И вот такое непрерывное огневое воздействие по противнику, находящемуся в правом углу полигона. Да, дорогие друзья, никаких шансов. Это практически полное поражение противника, потому что непрерывное огневое воздействие идет с двух точек в режиме весения. Именно автоматизированное весение. Впервые на этом вертолете применена система автоматизированного управления режимом весения. Когда летчик практически не принимает участие в управлении вертолетом. Включается система автоматического управления одной всего лишь кнопкой. Вертолет зависает на нужной установленной ранее летчиком высоты. И далее весь экипаж занимается исключительно обеспечением эвакуации с земли. Вертолеты К-52. Ведущий группы военный летчик первого класса майор Михаил Бурцев, выполнив свою задачу, добив условного противника на поле боя, обеспечив прикрытие эвакуации сил специальных операций, уходят в прикрытии вертолета Ми-8А с характерной арктической раскраски. Мы сами понимаем, что вертолет используется в режиме крайнего севера на фоне безмолвной белизны. И с тем, чтобы его отличить могли с земли, он специально выкрашен в такой яркий цвет. Но в небе продолжает баражировать пара истребителей Су-30СМ. Обратите внимание, какой плотный боевой порядок нам демонстрирует пара ведущего военного летчика первого класса подполковника Дмитрия Заева и ведомого военного летчика первого класса капитана Ильи Спасского, летчиков Липецкого авиацентра, авиационного полка Липецкого авиацентра. А справа, дорогие друзья, противопожарный самолет Ил-76МД. И вот оставшиеся силы специальных операций эвакуируются на бронемобиле «Тигр», который на огромной скорости по пересеченной местности удаляется с площадки ведения боя. Самолет Ил-76МД представляет собой стандартный транспорт Ил-76, переоборудованный под противопожарный самолет. В нем находится противопожарный модуль ВАП-2, размещенный внутри фюзеляжа. Модуль состоит из двух труб баков длиной по 14 метров и диаметром 1,22 метра, способных вместить 42 тонны. Заправка баков водой или специальным огнегасящим составом ОС-5 занимает 15 минут. Сброс воды или смеси производится с высоты 100 метров на скорости 300 км в час. При этом баки могут опорожняться как последовательно. В данный момент производится сброс воды залпом.
Выполняется сброс воды, пилотирует самолет экипаж под командованием командира корабля, командира авиационного отряда военного летчика первого класса майора Дмитрия Астафьева. Самолет представляет командование военно-транспортной авиации. Мы продолжаем тактический эпизод. В воздухе тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД справа. Десантный вариант самолета Ил-76МД. Будет произведена выброска тактического десанта с целью захвата и удержания аэродрома противника для организации воздушной переброски сил и средств. Пилотирует самолет экипаж под командованием командира корабля военного летчика первого класса капитана Андрея Калгина. На борту платформа П-7 с грузом, имитирующим боевую технику общим весом 6 тонн. Высота выброски платформы 600 метров. Десантирование. Дорогие друзья, обозначено десантирование платформы, но по погодным условиям принято решение не выполнять десантирование. Но тем не менее, немного о грузе. Оборудование самолета для парашютного десантирования техники грузов обеспечивает десантировать до 4 платформ П-7, массой до 10 тонн каждая. Для платформ П-7 применяются вытяжные парашюты в системе ВПС-12-350 с площадью 8 квадратных метров. Боевые расчеты, сопровождающие десантирование технику, размещаются в передней части грузовой кабины на десантных сиденьях и начинают покидать самолет в боковые двери через 2 секунды после сброса последней платформы. А в небе справа боевой вертолет К-52 «Аллигатор». Российский двухместный разведывательный ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя, представляя собой дальнейшее развитие модели К-50 «Черная акула». Итак, вертолет пилотирует начальник, старший инструктор, летчик-исследователь исследовательского отдела 344-го Центра боевого применения и переучения летного состава армейской авиации, военный летчик первого класса майор Михаил Бурцев. Летчик демонстрирует маневренные возможности этой боевой машины, способной как в группе, так и в одиночку участвовать в разведывательных, боевых и специальных задачах при проведении общевойсковых и специальных операций. Выполняются элементы простого и сложного пилотажа. Горка, поворот на горке, пикирование, тактическое боевое применение по наземной цели из встроенной пушечной установки, снижение до высоты 50 метров, правым разворотом, имитация посадки. Сейчас вертолет выпустит шасси. Вы обратили внимание, что это один из немногих вертолетов армейской авиации, у которого применяется убирающееся шасси, что повышает, безусловно, аэродинамические характеристики и качество этого уникального авиационного комплекса. К-52 фирмы КАМОВ, соосная схема винтов несущих, не имеет хвостового винта, винты вращаются навстречу друг друга. Шасси выпущено, боковое перемещение демонстрирует Михаил Бурцев и переход в воронку, хвостовую воронку, воронка на хвостовую балку. Разворот на 360 градусов. Это уникальные возможности, просто маневренный сейчас демонстрирует летчик, что этот вертолет может управляться абсолютно во всех ракурсах, перемещается. И тем более на хвостовую балку. При этом, заметьте, у летчика не имеется зеркал заднего вида, как на автомобилях. Все это делается исключительно визуально и по приборам. Сейчас переход на носовое вращение, перемещение, носовая воронка на нос. Но это тактический элемент, безусловно. Если обнаружен противник и необходимо его уничтожить, вот в таком перемещении экипаж вертолета К-52, в нем находится 2 человека, летчик и оператор, не оставляет, используя пушечную установку, не оставляет никаких шансов противнику уцелеть, потому что сбить такой вертолет практически уже невозможно. И вот сейчас зависание. Сейчас вертикальный набор высоты. И маленький сюрприз, дорогие друзья, потому что мы уже из тактического эпизода переходим потихонечку в праздничную часть нашего сегодняшнего авиационного мероприятия «Авиамикс». Обратите внимание, вот такой набор высоты 300 метров сейчас выполняет и внизу, и вверху отстрел тепловых ловушек. Ну, мы, безусловно, салютуем
сегодня происходящим под ваши бурные и громкие аплодисменты. Михаил Бурцев обозначил вот элемент праздника сегодня. Выполняется снижение с набором скорости. Спираль такая нисходящая с правым разворотом. И вот сейчас красивейший элемент тоже продемонстрирует вам летчик, который любит обозначать всегда летчики армейской авиации при демонстрации таких вот маневренных характеристик и своих летных навыков. Поклон зрителям под ваши бурные и громкие аплодисменты. Уходит К-52 на площадку базирования, а мы справа наблюдаем, уже могу сказать, авиационную группу высшего пилотажа на боевых ударных вертолетах, единственную в мире, выполняющую демонстрационные полеты на боевых вертолетах, авиационную группу «Беркуты». Группа представляет 344-й центр боевого применения переучно-летного состава армейской авиации, город Торжок. Ведущий группы военный летчик-снайпер, подполковник Эдуард Казачек. Вот сейчас группа из пеленгового строя перестроилась в плотный боевой порядок ромб и демонстрирует нам элементы простого и сложного пилотажа. Ведомые группы. Правый ведомый. Тут очень много, ничего не отвечает. Летчик-снайпер. Подполковник Дмитрий Меняйло. Левый ведомый. Военный летчик первого класса майор Александр Стопычев. И ведомый хвостовой или замыкающий группу. Летчик-снайпер, подполковник Александр Воронов. Уважаемые гости, для несведущих хочу донести до вас следующее. Управление вертолетом Ми-28Н в составе группы вот на таком минимальном интервале дистанции, безусловно, требует высочайшего мастерства. Вы понимаете, что за штурвалами сейчас, за ручкой управления этих вертолетов сидят совершенно непростые летчики. Это, конечно, элита российских воздушно-космических сил, элита армейской авиации. Потому что винтокрылая машина сама по себе очень своеобразного управления. Все-таки несущий винт, помимо основного корпуса, требует постоянного мониторинга летчикам, контроля дистанции с запасом диаметра этого винта. И вот пилотировать вертолет в составе такого плотного боевого порядка, безусловно, непросто. Я думаю, что, конечно, скорости перемещения этих машин, винтокрылых машин, не превышает 300 км в час. Но он на то и вертолет. Его задача очень тихо подобраться к месту предполагаемого нахождения противника, выполнить атаку. А ночной вертолет Ми-28Н это делают безукоризненно. Поверьте, сегодня в Сирийской Арабской Республике эти вертолеты по праву можно назвать, наверное, самыми заслуженными, самыми боевыми, самыми бойцами, которые выполняют ночную работу именно по своему прямому назначению. Вот сейчас группа перестроилась в боевой порядок «Стрела». Это, извините, немножко я поторопился, ракурс немножко мне показалось перестроение, но он сейчас будет выполнен. Пока в составе ромб, да, плотный порядок боевой ромб. Летчики выполнили набор высоты 250 метров, левый разворот, снижение. И вот они вводят сейчас в правый разворот с набором высоты 300 метров. Ведущий дает команды своим ведомым предварительно. Мы сейчас включим в эфир ведущего с тем, чтобы вы могли услышать, какие команды дает свой ведущий своим ведомым. Хорошо. Пошли двойную. Немного там не говорят. Ну, вот такие немногословные летчики армейской авиации все больше молчком летают, потому что понимают друг друга с полуслова. Для сравнения, конечно, попозже при выполнении демонстрационных полетов пилотажных групп «Витязи» и «Русские Витязи» и «Стрижи» мы вам будем включать эфир, и вы поймете, что более многословные летчики
воздушно-космических сил оперативно-тактической авиации. Ну, наверное, такими и надо быть летчиком армейской авиации. Но, тем не менее, мы попробуем включить самый интересный момент. Вот сейчас группа перестраивается в порядок стрела. Потому что бывает это. И вот чуть позже я включу эфир на самом интересном моменте, который мы услышим все с вами вместе и поаплодируем ведущему и ведомым пилотажной группы «Беркуты». Полетный порядок стрела. Видите, как перестроились из ромба. Выходить. Два вертолета, ведомый ведущий. Хвостовой ведомый за ведущим левый. И левый, правый ведомый оттянулись слегка назад. И вот пошли в правый разворот с набором высоты, с уменьшением скорости. Скорость на вводе вертолет разгоняет до 250 км в час. Верхняя точка она, безусловно, падает, снижается до 180. И снова разгон. Четкий порядок стрела выдерживают сейчас ведомые Александр Стопычев и Дмитрий Меняйло. Не менее четкий порядок Александр Воронов со своим ведущим Эдуардом Казачиком. Плотный боевой порядок. И снова перестроение в ромб командует ведущий своим ведомым и снова занимает свои места в полетном порядке ромб. Все это делается спокойно, совершенно спокойно, плавно. Ну и давайте послушаем эфир, давайте. Снижение с разгоном для распуска и раз. Вот такие команды, четкие, короткие, лаконичные дает ведущий своим ведомым. Нечего разговаривать, все правильно. Нужно действовать и делать. А мы готовим фото-видеоаппараты, дорогие друзья, потому что сейчас будет выполнен красивейший элемент – распуск. Авиационные группы высшего пилотажа «Беркуты» на боевых вертолетах Ми-28. Итак, внимание, слушаем ведущего. Распуск начали и раз. И вот ваши аплодисменты, дорогие друзья! Пилотажная группа «Беркуты» заканчивает групповое демонстрационное выступление таким красивым распуском и отстрелом тепловых ловушек в небе авиационного полигона Дубровичи. Дорогие друзья, полигон Дубровичи. Мы сейчас посмотрим выступление ведомого, соло-выступление ведомого подполковника Дмитрия Меняйло на вертолете Ми-28Н. Я постараюсь в процессе его выступления рассказать немного о самом полигоне Дубровичи. Наблюдаем за сольным выступлением Дмитрия Меняйло на вертолете Ми-28Н. Фигуры высшего, простого и сложного пилотажа демонстрирует нам летчик. Такая горка выполняется, отстрел. Разворот на горке на 270 градусов, снижение, исходящая спираль. А я расскажу про полигон Дубровича. С начала Великой Отечественной войны в соответствии с указом председателя Верховного Совета СССР 1941 года о военном положении был произведен отвод земли под 230-й авиационный полигон в составе 43-го Центра боевого применения переучно-летного состава дальней авиации. Вот сейчас Дмитрий Меняйло демонстрирует нам элемент сложного пилотажа «Воронка». Как я уже говорил, аналогичный маневр, который выполнял Михаил Бурцев на вертолете К-52. «Воронка» на нос. Условная атака из пушечных установок. Наземные цели. Так вот, про полигон с 31 декабря 2014 года в соответствии с указаниями начальника Генерального штаба и указанием начальника штаба
Западного военного округа сформирован авиационный полигон первой категории с дислокацией село Дубровичи, Рязанский район, Рязанская область, в соответствии со штатом. За долгое время своего существования авиационный полигон обеспечивал летно-тактические командно-штабные учения, как, например, «Щит», «Запад» и другие. Этапы конкурса «Авиадарт», начиная с 2015 по сегодняшний 2018 год. Дмитрий Меняйло выполнил вертикальный набор высоты, отстрел верхней точки. Вот такой красивый салют в честь сегодняшнего авиационного праздника «Авиамикс» на «Авиадарте» 2018. Выполняется снижение с высоты 250 метров, довольно крутой, спиралью влево. Снижение до высоты 50 метров и снова горка. Поворот на горке на ось пикирования на 180 градусов и условная атака наземной цели. Вот такой тактический прием используют летчики армейской авиации при атаке наземной цели. Вроде как уходят от нее, но тут же разворачиваются и в обратку наносят удар по выбранной цели. И если, не дай бог, кто сзади попытался стрельнуть по этому вертолету, у летчика есть возможность совершить маневр, развернуть машину на 180 градусов и тут же нанести ответный удар. Всегда в запасе есть заряженная пушка. За долгое время своего существования полигон является лучшим полигоном дальней авиации. В 2017 году полигон признан лучшим авиационным полигоном Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время полигон оборудован самыми перспективными средствами объективного видеоконтроля и оценки результатов применения авиационных средств поражения, комплекс «Клевер-Д». Проходят испытания новые образцы авиационных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и перспективных комплексов наведения авиации для удара по наземным целям. Начальник полигона полковник Черноусов Евгений Николаевич. Вся большая работа, которая проделана на полигоне сегодня при подготовке к нашему сегодняшнему мероприятию, безусловно, заслуга этого человека и его начальника, полковника Зацепина Игоря Ивановича, начальника полигонной службы воздушно-космических сил России. А Дмитрий Меняйло свой традиционный поклон, выполняя сейчас на вертолете Ми-28, прощается с вами, дорогие друзья, и уходит на площадку базирования. Ну а я, дорогие друзья, передаю микрофон ведущему комментатору пилотажной группы Центра показа авиационной техники «Стрижи». Сергей Дубин. Итак, внимание, Сергей Дубенко, микрофон передаю ему. Спасибо за внимание. Я именно на замыкающем. Добрый день, дорогие друзья! Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» рада приветствовать вас на полигоне Дубровичи. Отстрел начали! Сегодня для вас «Стрижи» представят динамичный групповой пилотаж, получивший высокую оценку во многих странах мира на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29. На ваших глазах группа выполнила перестроение в пилотажный порядок «Пирамида». На сегодняшний день группа имеет большой репертуар фигур пилотажа, осуществляемый шестеркой, четверкой, парой, а также одиночно. Группа выполнила разворот со снижением до высоты 200 метров, скорость 700 километров в час. Петлю начали! Поприветствуем летчиков, дорогие друзья! Отлично.
Высота 1500 метров, скорость 450 километров в час. А в комплекс выступления стрижей входят такие пилотажные порядки, как пилинг из 6 самолетов, пирамида, ромб, конверт, звезда, стрела, копье, колонна, при выполнении которых интервал и дистанция между самолетами составляет менее 3 метров. И сегодня вы, дорогие друзья, все это увидите своими глазами. А я обращаю внимание, что сегодняшние демонстрационные полеты проводятся в рамках информационно-агитационной акции «Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Твой выбор». Группа выпустила шасси выполнительный разворот, чтобы поприветствовать у нас включенными фарами. А вы, дорогие друзья, в свою очередь, громкими моментами, чтобы в кабинах летчики услышали вас. Поприветствуйте их! Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших военных летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Со дня образования группы прошло уже 27 лет. Но группа продолжает традиции, созданные каждым поколением наших ветеранов, этих прекрасных. И главной задачей, дорогие друзья, является современный состав авиационной группы высшего пилотажа ветеранов за безграничный вклад, внесенный в становление группы на крыло и дальнейшее ее развитие. Ведь своими демонстрационными полетами летчики пилотажной группы «Стрижи» радуют многочисленных зрителей и любителей авиации виртуозным выполнением фигур высшего пилотажа, мастерским владением техникой, подтверждая, что Россия есть и будет великой авиационной державой. Слава Российской Федерации! Слава воздушно-космическим силам России! Ура, товарищи! Ура, товарищи! Бочку начали! Группа выполняет бочку в пилотажном порядке «Конверт». Особенностью группы, дорогие друзья, является то, что группа выполняет все перестроения на глазах у зрителей. А поверьте мне, дорогие друзья, это очень сложно. Каждый летчик должен чувствовать друг друга. При управлении самолетом движение ручкой управления двигателем и ручкой управления самолета. Высота 200 метров, пилотажный порядок, конверт. И далее группа на ваших глазах перестроится в пилотажный порядок «Звезда». Петлю начали! Скажите левому, интервал уменьшить. Петля Нестерова, пилотажный порядок «Звезда». Женька же подсказывает. Новинка сезона, дорогие друзья. Далее группа выполняет перестроение в пилотажный порядок «Пирамида». А пока разрешите представить вам самолет МиГ-29
Первый опытный образец был поднят в небо летчиком-испытателем Федотовым 6 октября 1977 года. После проведения широкомасштабных испытаний истребитель МиГ-29 в 1982 году был запущен в серийное производство. По праву, он считается одним из лучших в своем классе реактивных сверхзвуковых фронтовых истребителей 4-го поколения. Он создавался для завоевания господства в воздухе, ведения боевых действий и уничтожения воздушных, наземных целей противника. А теперь группа выполняет очень сложную связку, которую никто в мире, кроме пилотажной группы «Стрижи», «Мираж» на полном высоте. Послушаем прекрасный звук двигателя РТ-33, установленном на самолете МиГ-29. Косая петля, полный форсаж. К настоящему времени выпущено около 1500 истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ. Длина самолета составляет 17,5 метров. Размах крыла 11,5 метров. Высота самолета 4,5 метра, что примерно равно высоте двухэтажного дома. Максимальная взлетная масса самолета МиГ-29 18,5. Максимальная Только представьте себе, при выполнении регламентных работ время демонтажа двигателя силами 5 механиков составляет всего 1 час. Даже на машине невозможно за столь короткое время поменять двигатель. Вот такой вот универсальный у нас самолет. Максимальная скорость самолета МиГ-29 у земли составляет 1500 км в час. На высоте 2500 км в час. На ваших глазах группа выполняет перестроение. Пилотажный порядок, плотная пирамида. Между самолетами менее метра. Продолжительность полета самолета МиГ-29 составляет 2,5 часа. Практически потолок самолета 18 тысяч метров. Максимальная эксплуатационная перегрузка самолета МиГ-29 составляет 9 единиц. Группа выполнила перестроение в пилотажный порядок «Стрела». Как я вам сказал уже, что максимальная эксплуатационная перегрузка составляет 9 единиц. После распуска группы и выполнения парного пилотажа первый раз при выполнении показательных демонстрационных полетов выйдет наш одиночка Дмитрий Косоруков. Мы его потом поприветствуем бурными аплодисментами. Группа выполняет косую петлю в пилотажном порядке «Стрела». Высота 900 метров, скорость 500 километров в час. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» выполняет полеты на строевых самолетах МиГ-29. В любой момент, по приказу нашего верховного главнокомандующего, группа готова встать на защиту рубежей нашей Родины. Боевая нагрузка самолета МиГ-29 составляет 2 тонны. На нем установлена авиационная пушка ГШ-301. Он имеет 7 узлов подвески, может выполнять пуски управляемых ракет, неуправляемых авиационных ракет, а также сбросы различных авиационных бомб. И
при выполнении полетов по курсу боевой подготовки на аэродроме Кубинка мы все это выполняем. 2018 на авиационном полигоне Дубровичи мы радуем вас высшим пилотажом. Группа выполняет разворот на боевой курс, выполняет перестроение в широкую пирамиду. Бочки начали! Отлично! Поприветствуем летчиков! Погромче, погромче, дорогие друзья! Смотри, вода. Разрешите представить вам летчиков, выполняемых полеты для вас сегодня, дорогие друзья. Ведущий группы полковник Сергей Осейкин, заместитель начальника Центра показа авиационной техники и полетной подготовки, заслуженный военный летчик, летчик-снайпер. Левый ведомый подполковник Дмитрий Зубков, начальник службы безопасности, военный летчик первого класса. Группа выполняет заход на боевой курс для выполнения горизонтальной бочки. Правый ведомый майор Дмитрий Рыжеволов, заместитель командира группы АГВП «Стрижи». Шикарная бочка. Хвостовой ведомый подполковник Денис Кузнецов, военный летчик первого класса. Крайний ведомый майор Василий Дудников, командир, военный летчик первого класса. Крайний ведомый майор Сергей Синкевич, штурман-летчик, военный летчик первого класса. Авиационная группа высшего пилотажа. Пилотажный порядок «Копье» выполняет разворот на нас. И сейчас тоже очень уникальное перестроение при выполнении петли Нестерова. Группа выполнит перестроение в пилотажный порядок «Пирамида». Все, внимание в небо, дорогие друзья. Петлю начали. Пирамиду петли. Поприветствуем летчиков. Да погромче, дорогие друзья. Не жалеем свои ладоши. Молодцы. Выполняет разворот. Высота 200 метров. Далее группа выполнит разворот. Для выполнения распуска. Дорогие дамы, присутствующие на полигоне, специально для вас распуск «Тюльпан». Женщины стоя. Да, женщины стоят. Мужчины в овациях. 55 вам зона ожидания. Вышел, появился. Группа выполняет разворот на ваших глазах. В идеальном В идеальном пилотажном строю. пилотажном строю из 6 самолетов МиГ-29 под названием «Пирамида». Послушаем ведущего группы
полковника Сергея Осяйкина. Фона не было. Спуски начали! Раз, два! Ваши аплодисменты! А в небе над полигоном Дубравичи остался ведущий и хвостовой ведомый полковник Сергей Осяйкин, подполковник Денис Кузнецов. Для выполнения парного пилотажа вашему вниманию сейчас будет представлено зеркало и встречный распуск бочками. Группа выполняет разворот на боевой курс, высота 100 метров, разгон скорости 650 километров в час. Зеркало начали! Поприветствуем летчика, дорогие друзья! Один из сложнейших элементов парного пилотажа. Денис Кузнецов переходит в левый пеленг. Высота 100 метров, выполняет разворот. Дмитрий Косоруков там стоит в зоне ожидания, прогревает двигатель, чтобы удивить вас одиночным высшим пилотажем. Поверьте мне, это очень захватывающе, очень громко и очень красиво. Приготовиться к распуску. Распуск начали! Раз, два! Командир приветствует нас с проходом над нами. Полный форсаж. А в небе остается ведущий группы полковник Сергей Осяйкин, заслуженный военный летчик-снайпер. Высота 100 метров. Полный форсаж! Колокол, дорогие друзья! Обратите внимание, самолет плавно зависает в небе. Скорость 200, 100, скорость 50, скорость 0. Высота 1700 метров. Плавный сход с колокола. Плавное увеличение оборотов. Один из сложнейших элементов одиночного высшего пилотажа, предназначенный для вывода из-под атаки. Выполнил Сергей Иванович снижение до высоты 100 метров с разгоном скорости 600 километров в час. Понял тебя. Приветствует вас двойной бочкой! На уход заходит, да? И выполняет Сейчас он прощается и говорит всем спасибо. заход для ухода. Прощается с вами и говорит вам спасибо, дорогие друзья! А как я вам и обещал, одиночный высший пилотаж Дмитрий Косоруков, самолет МиГ-29. Высота 600 метров, полный форсаж. Перегрузка сейчас достигает примерно 6 единиц. Только представьте себе, это масса летчиков умноженного на 6.
Разворот в горку, бочка, полупереворот. И все это происходит на режиме форсажа. И все это происходит на полном форсаже. Только представьте себе 3,5 тонны топлива за 5 минут заканчиваются, дорогие друзья. За 3,5 тонны. Вираж в форсаже, радиус при котором составляет 250-300 метров. Бочка. Разворот. Маневр. Ухо. И двойной. Бочка, перевернутый полет, в котором летчик испытывает отрицательную перегрузку минус 2 единицы. Петля Нестерова после перевернутого полета – одна из сложнейших связок при выполнении высшего пилотажа одиночно. Разворот над 180. Снижение до высоты 100 метров с разгоном скорости 700 км. Военный летчик первого класса. Разворот. Снижение до высоты 100 метров. Скорость 600 километров в час. Петля. Поприветствуем летчика, дорогие друзья! Поверьте мне, ему сейчас очень тяжело в кабине. Уже, наверное, 5-й или 6-й пот с него сходит. Летчик заходит на уход. Приветствует вас! Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Дорогие друзья, до новых встреч! Серег, частоту переставь. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем. Все внимание вправо! И мы приветствуем авиационно-пилотажную группу 237-го Центра показа авиационной техники имени трижды Героя Советского Союза. Шестерка самолетов Су-30СМ под руководством начальника Центра показа авиационной техники гвардии полковника Андрея Алексеева. И выполняют в пилотажном строю пирамида косую петлю вправо. Дорогие друзья, человечество с давних пор мечтало о покорении воздушного океана. И эта мечта осуществилась в начале 20-го столетия. И мы все поправим авиации
авиации золотыми буквами вписаны открытия и подвиги российских военных конструкторов, летчиков и инженеров. Именно офицер Великой России построил первый в мире самолет. Именно военные летчики стали первыми героями Советского Союза. Слава российской авиации! Ура, товарищи! А летчики выполняют разворот влево и заходят для того, чтобы выполнить очередную фигуру. Серег, что у них там сейчас? Разгон скорости до 600 км в час. Интервалы дистанции 1 на 3 метра. Высота 200 метров. Для вас, дорогие друзья, петля Нестерова. Перегрузка на вводе 4,5 единицы. Высота в верхней точке 1600 метров. И летчики продолжают выполнять вторую часть петли Нестерова. Летчики выполнили петлю Нестерова, дорогие друзья. Отдавая должное уважение и признательность авиаторам старшего поколения, летчики Центра показа авиационной техники продолжают умножать боевые традиции и готовы в полном объеме показать вам, дорогие друзья, правительственным делегациям, иностранным делегациям, как на земле и в воздухе, преимущества нашей российской авиационной техники. Попрошу вас не жалеть бурных аплодисментов, ведь в небе наши летчики, наши россияне, которые выполняют показательные полеты на святой Рязанской земле. Летчики выпустили шасси и механизацию, включили фары и приветствуют вас пилотажным строем пирамида. Ваши бурные аплодисменты, друзья! Полет на скорости 450 км в час. На летательных аппаратах весом 37 тонн. А я напоминаю вам, дорогие друзья, особенно молодым людям, что сегодня на авиационном полигоне Дубровичи мы проводим информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных силах России. Твой выбор». На территории авиационного полигона расположены палатки, где вы можете узнать об истории вооруженных сил и записаться прямо сегодня для того, чтобы продолжить службу или поступить на службу в наших прославленных вооруженных силах. Подходите и записывайтесь. Петлюша готовится. Летчики плавно убирают крен, увеличивают обороты и готовятся выполнить петлю Нестерова. Поаплодируем летчикам! Реальный строй. Высота верхней точки 1600 метров. И летчики продолжают выполнять вторую часть косой петли. А мне, дорогие друзья, хотелось бы представить авиационную пилотажную группу «Русские Витязи». Ведущий группы полковник Алексеев Андрей Анатольевич, начальник показа авиационной техники, военный летчик-снайпер, выпускник Качевского высшего военного авиационного училища летчиков 1995 года. Левый внутренний ведомый номер 2, подполковник Щеглов Сергей Владимирович, командир авиационно-пилотажной группы «Русские Витязи», военный летчик первого класса, выпускник Качевского авиационного училища летчиков 1995 года. Ведомый номер 3, подполковник Богдан Александр Сергеевич, заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», военный летчик первого класса, выпускник также Качевского высшего военного авиационного училища летчиков 1995 года. А мы, дорогие друзья, поднимаем руки вверх с аппаратами, у кого они есть. А у кого нет, аплодируем летчикам. Летчики готовятся выполнить распуск
5 и 6 отойдут от строя, а летчики продолжат выполнять петлю Нестерова. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! 5 и 6 отошли от точки. Продолжим составить ромба, выполнять свой головокружительный пилотаж на прекрасных летательных аппаратах, которые называются Су-30СМ. Посмотрите, этот идеальный строй, интервалы дистанции 1 на 3 метра. Все это происходит на перегрузках от -1 до +8 единиц. Ведомый номер 4. Подполковник Ерофеев Олег Иванович. Старший штурман Центра показа авиационной техники. Военный летчик-снайпер. Выпускник Качинского высшего военного авиационного училища летчиков 1995 года. Летчики выполняют разворот и готовятся выплыть фигуру, которая называется бочка в составе 4 самолетов в пилотажном строю ромб. Левый внешний ведомый номер 5. Те ребята, которые отошли только что от строя. Командир звена авиационной группы выше пилотажа «Русские витязи». Военный летчик 1 класса. А мы наблюдаем бочку с интервалами дистанции 1 на 3 метра самолетов Су-30СМ. Вращение влево начали. Идеальная фигура. Давайте поаплодируем летчикам, дорогие друзья. Молодцы. И правый внешний ведомый номер 6, капитан Ткаченко Игорь Игоревич, командир авиационного звена группы высшего пилотажа «Русские витязи». Выпускник 2009 года Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова. Разворачивается вправо. Летчики выполняют разворот вправо, уменьшают интервалы дистанции до 1 метра и выполняют косую петлю вправо с интервалами дистанциями в плотном строю ромб 1 на 1 метр. Давайте поаплодируем летчикам. Молодцы. Одиночка 4 будет работать. Летчики выполнили косую петлю вправо в плотном строю с интервалами дистанциями 1 на 3 метра. Авиационно-пилотажная группа «Русские витязи», дорогие друзья, выполняют полеты на серийных самолетах семейства Сухого Су-30СМ. Российский двухместный многоцелевой истребитель 4-го поколения, 4+, предназначенный для завоевания господства в воздухе, для уничтожения воздушных целей днем и ночью, простых и сложных метеоусловиях. Дорогие друзья, перекладка и очередная связка в исполнении «Русских витязей». Режим работы полный форсаж. Интервалы дистанции 1 на 3 метра. Перегрузка. Разворотом в группе всего лишь 350 метров, как у спортивного самолета. Не знаю, у них бывает. Летчики выполняют вираж на полном форсаже и, не выключая режим работы двигателя, полный форсаж, переведут самолет в набор высоты и выполнят петлю Нестерова. Летчики выполнили косую петлю влево. Дорогие друзья, самолет Су-30СМ оборудован 2 двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги. Что мы сейчас и увидим в парном пилотаже, который нам покажут начальник центра и заместитель начальника центра службы безопасности полетов. Летчики переводят самолет и выполняют косую петлю влево. Основные характеристики. Перекладка уха, фигура пилотажа. Летчики продолжают выполнять вторую часть фигуры пилотажа как ухо. Самолет Су-30СМ имеет следующие характеристики.
максимальной скоростью Земли 1400 км в час. Перегрузка до 9 единиц, дальность полета до 3000 километров. Ракетное вооружение располагается на 12 точках подвески. Может нести до 8 тонн бомбовой нагрузки различного калибра. А летчики размыкаются в широкий ромб и готовятся выполнить синхронные бочки. Бочки начали! Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Продолжительность полета на этом прекрасном самолете составляет 3,5 часа, дорогие друзья. Предусмотрена система дозаправки в воздухе. Полет составляет максимальное время полета на данном истребителе составляет около 8 часов. Летчики заходят на распуск со стрелом тепловых ловушек. Очередной раз мы увидим в небе авиационного полигона Дубровичи фейерверк, посвященный вам, дорогие друзья, всем тем, кто пришел посмотреть на мощь, на мастерство военно-воздушных сил России. Ваши аплодисменты! Слабые аплодисменты. Давайте еще раз потренируемся, дорогие друзья. Сейчас летчики выполнят распуск, и мы им бурно поаплодируем. Распуск начали! Распуск тюльпан, дорогие друзья! Отстрел пошел! Второй и третий отходят от строя. А пара выполняет петлю Нестерова, продолжает выполнять петлю Нестерова. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья! Ну, совсем другое дело. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько прекрасен полет этих боевых машин. Насколько сегодня благосклонно к нам небо авиационного полигона Дубровичи. Слава военным летчикам! Слава конструкторам, создавшим такую прекрасную авиационную технику! Слава России! Ура, товарищи! Я вас даже слышу! Молодцы, ребята! А мы в небе авиационного полигона Дубровичи наблюдаем пару, которая выполнит головокружительный распуск встречными бочками. Бочки начали! Слабонервным удалиться! Остальные аплодируют. И летчики выполняют синхронные развороты на 180 градусов. Синхронно лево и вправо развороты, дорогие друзья, с выходом на ось пилотажа. Сегодня нашим пилотажным группам, дорогие друзья, 28 лет. Они выражают искренние слова благодарности всем тем, кто стоял до них в этом тяжелом, плотном пилотажном строю. Слава инструкторам, научившим русских видителей летать. Слава всем, кто находится на этом прекрасном празднике. Ура, товарищи! Молодцы, спасибо. Летчики выполнили схождение на встречных курсах на скоростях 600 км в час и выполняют синхронное маневрирование. Бока в горизонтальной плоскости с включенным вектором тяги. Сейчас мы, дорогие друзья, увидим все возможности этого прекрасного 37-тонного летательного аппарата под управлением... Почему, бля? Под управлением начальника Центра показа авиационной техники. Под управлением начальника Центра авиационной техники полковника Андрея Алексеева и начальника службы безопасности полетов подполковника Олега Ерофеева. Летчики выполняют разворот, снижение и схождение до встречных курсов. Скорость каждого истребителя, дорогие друзья, 600 километров в час. Расхождение встречными бочками. От строя отошел полковник Алексеев. Олег Ерофеев выполняет
Летчик набирает высоту и готовится выполнить очередную фигуру в наборе высоты бочка. Так называемая фигура столб. Летчик, смотрите, сломал практически в воздухе самолет и переводит самолет, выполняя штопорное снижение, дорогие друзья. Штопор самолета в небе авиационного полигона Дубровичи. Вращение вправо. Давайте поаплодируем летчику. Сход со штопора, разгон скорости. А мы, дорогие друзья, мне хотелось бы сказать, что сегодняшний показ авиационной техники. Смотрите, самолет вертикально набирает высоту с разгоном скорости, позволяет выполнить прекрасный самолет с сумасшедшей тяговооруженностью. Очередная фигура, которая называется столб. Наш показ проходит в рамках проведения третьего этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей родов авиации военно-воздушных сил «Авиадартс 2018». Будущее невозможно без прошлого, дорогие друзья. Мы говорим всем большое спасибо ветеранам и тем, кто в послевоенным трудом обеспечил обороноспособность нашей Родины. Слава советскому народу-победителю! Слава Великой России! Ура, товарищи! А летчик говорит вам большое спасибо. До следующих встреч, дорогие друзья! Что-то они сегодня все скомкали, блядь. Встречаем справа заходящую группу, завершающую наш сегодняшний авиационный праздник «Авианьюз». Путь пройдет потом вас. Группа штурмовиков Су-25. Внимание! Символизирующий флаг Российской Федерации. Ваши аплодисменты! Ведущий группы заслуженный военный летчик России Липецкого авиацентра Александр Котов. Мы завершаем программу демонстрационных полетов, практических вылетов конкурса воздушной выучки «Авиадар-2018» и начинаем многодневную соревновательную работу над полигоном Дубровичи. Конкурс по воздушной выучке летных экипажей воздушно-космических сил России «Авиадар-2018». В течение недели летные экипажи будут соревноваться. Кто же из них самый лучший? И узнаем мы это, дорогие друзья, по окончании конкурса. И будем болеть за наших молодых летчиков, будем болеть за их мастерство. Спасибо вам за внимание, болевших всей душой своей, всем сердцем за наши авиационные успехи, за нашу авиационную державу. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами, будьте счастливы. Все. Спасибо.